يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما. للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. صلى عليه وسلم. Переселение пророка, да благословит его Аллах, и приветствует в лучезарную Медину. Аллах разрешил жителям Мекки переселиться, оставить свою родину, город, в котором они родились, жили и воспитывались, оставить своих родственников, свое имущество и свою торговлю, и переселиться в чужую для них местность. И все это на пути великого и всемогущего Аллаха. Брат оставил брата, мать оставила своих детей, сын оставил своих родителей. Не все семьи переселились в это время. Некоторые остались и совершили переселение позже. Таким образом, единобожники жертвовали своими интересами ради Всевышнего Господа. Первыми переселившимися, которые, возможно, переселились еще до второй присяги при Акабе, была семья Абу Салямы. Сам Абу Саляма, его жена и их сын. Эта семья захотела переселиться ради Аллаха, великого и всемогущего, переселиться на пути Всевышнего Аллаха. Однако родственники Салямы задержали ее и не позволили поехать вместе с мужем. Тогда Абу Саляма решил уехать один, и он переселился в Медину. Сын же его остался с матерью. Родственники Абу Салямы пришли к ней и захотели забрать ребенка. Но родственники его жены, Салямы, настаивали на том, чтобы ребенок остался с матерью. Спор двух сторон, перешедший в драку, привел к тому, что семья была полностью рассеяна. Ребенок оказался у родственников мужа, муж уехал в Медину, а жена осталась у своих родственников. И ради кого они терпеливо сносили эти страдания? Ради Аллаха и ради посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Саляма каждый день до захода солнца выходила на окраину Мекки, сидела и горько плакала, вспоминая мужа и своего ребенка. В таком состоянии она пробыла целый год. Позже ей позволили, и она присоединилась к своему мужу, совершив переселение в одиночку. По дороге ее увидел Усман ибн Тальха и припроводил до мечети посланника Аллаха в Медине. Так мухаджиры, переселенцы, тайно выходили из Мекки группами и в одиночку добирались до Медины. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Они стремились к довольству великого и всемогущего Аллаха. Только ради Него. Они отказались от всего мирского. Они оставили свое имущество, своих детей, свои семьи. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Большинство мусульман покинуло Мекку в тайне, кроме Умара ибн аль-Хаттаба. Он сказал курейшитам: «Я хочу переселиться в Медину ради Аллаха и его посланника. Тот, кто хочет оставить свою мать без ребенка, то пусть придет ко мне в этой долине». Умар открыто покинул город, продемонстрировав свое могущество и благородство. Однако другие верующие уходили в тайне, желая довольства Аллаха и будущей жизни. Верующие группами начали переселяться из Мекки в Медину, так что вскоре в Мекке осталась лишь небольшая группа мусульман. Таким образом, Аллах позволил переселиться верующим с одного места в другое.
Пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его род, пришел в дом Абу Бакра во время полудня. Он пришел к нему в такое время, в которое обычно не навещал Абу Бакра. Чаще всего пророк приходил к нему в начале или в конце дня, но прийти в полдень — это было необычно. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, даже сказал, в такой час посланник Аллаха мог прийти только потому, что случилось что-то очень важное. В эти дни многие сподвижники, да будет доволен ими Аллах, уже переселились в Медину. После Великой Присяги в Акабе прошло 2 месяца. Пророк пришел к Абу Бакру. В доме были 2 дочери Абу Бакра, маленькая Аиша и ее сестра Асма. Когда пророк увидел их, то он сказал, «Пусть выйдут те, кто находится здесь, у Абу Бакр». Так как было дело тайным, так как оно было серьезным и великим, так как то, что пророк скажет Абу Бакру, должно остаться только между ними. Абу Бакр посмотрел на своих дочерей и сказал, «О посланник Аллаха, ведь это мои дочери. То есть ничего страшного не произойдет, если мы поговорим при них. Они не раскроют тайны». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «О Абу Бакр, воистину, великий и всемогущий Аллах позволил мне выйти и переселиться. Сейчас настал момент для решительных действий. Сейчас мы начнем повествовать о величайшем путешествии этой общины». Однако Абу Бакр заинтересовался другим вопросом. Что же это за другой вопрос, которым заинтересовался Абу Бакр? Он спросил, «И я буду тебя сопровождать, о посланник Аллаха? Можно ли сопровождать мне тебя во время твоего переселения, о посланник Аллаха?» Пророк ответил, «Да, вместе, о Абу Бакр, вместе, о Абу Бакр». И Абу Бакр заплакал от радости. Как сказала впоследствии Аиша, «Я никогда раньше не видела человека, плачущего от радости так, как плакал мой отец в тот день». Абу Бакр плакал от радости и восторга. Плакал, узнав о том, что он отправится в путь вместе с любимым посланником Аллаха. С любимцем Аллаха отправиться в величайшее путешествие в истории. Он был готов к этому уже заранее. Абу Бакр сказал, «О посланник Аллаха, я подготовил 2 верблюдов для этого. Выбирай, которого пожелаешь». Абу Бакр нанял и проводника, Абдуллаха ибн Урайкит. Сообщив эту весть Абу Бакр, пророк ушел из его дома. Курейшиты были обеспокоены. Сподвижники пророка, благословит Аллах и приветствует его и его семейство, забрали своих жен, детей, родственников и покинули Мекку. Это, несомненно, повлияет на репутацию Мекки и на репутацию курейшитов среди других племен. Тогда курейшиты решили собраться в доме, который называли «домом собраний». Они договорились о том, что от каждого племени на собрание придет один старейшина, и они совместно решат, что им делать с Мухаммадом и его сподвижниками, и что делать с проблемой, которая появилась у них. Собрались старейшины и знать племен. Среди них был мужчина пожилого возраста. Они не знали его и спросили, «Кто ты?» Он ответил, «Я их шейх, Нежда». Тогда они спросили его, «Что же тебя привело сюда?» Тот ответил, «Я услышал о вашем сборе и пришел к вам, чтобы дать свой совет и высказать свое мнение». Они пригласили его к себе, не зная, что это совсем не мужчина. К ним пришел лично Иблис. Он принял образ шейха, чтобы присутствовать на важнейшем собрании в истории курейшитов. На важнейшем собрании, на котором они решат, что им делать. Что же делать, о старейшина? Что нам сделать с Мухаммадом? Один из них, которого звали Абуль-Асвадом, сказал, «Я считаю, что мы должны изгнать его из нашего города, выгнать и отдохнуть от него». Тогда Иблис в образе старца сказал, «Клянусь Аллахом, с этим мнением нельзя соглашаться. Ведь вы знаете, как красиво он говорит. Если он пойдет к другому племени, то они последуют за ним, а потом придут и убьют вас». Они задумались, «Что же вы скажете, о люди?» Тогда Абуль-Бухтари сказал, «У меня есть другое мнение».
«Каково же твое мнение?» — спросили старейшины. «Я считаю, что мы должны схватить его, задержать его и заковать в железо, и оставить его где-нибудь далеко от людей». Иблис в образе пожилого мужчины сказал: «Клянусь Аллахом, это тоже не то мнение, с которым можно согласиться». Его спросили: «Почему же?» Он ответил: «Если вы поступите так, то его дело выйдет за дверь, которую вы заперли перед ним, и дойдет до его соратников. Они тут же нападут на вас и вырвут его из ваших рук. Потом они превзойдут вас числом и победят вас». И здесь начал говорить фараон той общины, Абу Джахль. Он сказал людям: «У вас нет хороших идей, у меня есть мнение». Его спросили: «Каково же твое мнение?» «Нам необходимо от каждого племени выбрать самого сильного юношу благородного происхождения и дать ему острый меч», — ответил Абу Джахль. Сильные и благородные юноши из каждого племени должны собраться и взять в руки острые мечи, чтобы окружить Мухаммада и вместе разом ударить. Тогда кровь падет на все племена. И здесь опять заговорил Иблис. Воистину, это и есть прекрасное мнение. В этом есть мудрость. Мудрость в том, чтобы ответственность за убийство пала на все племена. Аллах разоблачил их. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Многобожники договорились осуществить свой план в ту же ночь. И вот наступило время для действий. В этот момент Аллах, великий и всемогущий, ниспослал откровение своему пророку через Джибриля, мир ему: «О Мухаммад, не спи в своем доме и на своей постели в эту ночь». Джибриль пришел к пророку и сообщил ему об этом. Пророк сразу отправился к Али ибн Абу Талибу и, наказав ему лечь спать на его, Мухаммада, постель и накрыться его плащом. Старейшины неверующих, во главе которых был Абу Джахль, обо всем договорились. Их было 11 мужчин, и каждый из них держал в своей руке острый меч. Все было готово для того, чтобы пророка убили ударом одного человека, чтобы все ударили его одним разом. И тогда ответственность за убийство падет на все племена. Их хитрость заключалась в том, чтобы... В ту ночь настал момент решительных действий. Что же произойдет? Осуществится ли план шайтана, Иблиса и многобожников? Осуществится ли он в эту ночь? Или великий и всемогущий Аллах спасет своего пророка? 11 мужчин из многобожников собрались вместе. Перед ними встал Абу Джахль и, усмехаясь, с гордостью сказал: «О курейшиты! О люди! Мухаммад утверждает, что если вы последуете за ним в его деле, то станете царями арабов и неарабов, а когда умрете, то получите сады, подобные садам и Иордании. А если вы пойдете против него, то вам будет объявлена война. А после смерти вас ждет огонь». Так он насмехался над пророком, да благословит и приветствует Аллах его и его род.
А затем Абу Джахаль сказал: «А мы в эту ночь убьем его». Но в эту ночь Али лег на постель пророка, жертвуя собой. Он пожертвовал собой ради посланника Аллаха. Пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его род, вышел к многобожникам, к тем людям, которые поджидали его с мечами. Пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его род, вышел к ним, а затем прочитал слова Всевышнего перед ними. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Никто из них не увидел пророка, да благословит и приветствует Аллах его и его род. Его не увидел ни один многобожник. 11 мужчин, ожидавшие его, не видели его. Тогда пророк взял горсть земли и посыпал ею голову каждого из них. А затем он, мир ему и благословение, спокойно ушел. То, что пророк ушел, видел один мужчина. Он подошел к курешитам и сказал: «Что вы делаете здесь?» Те ответили: «Мы ожидаем Мухаммада, и когда он выйдет, убьем его». Мужчина сказал: «Что вы говорите? Вы потерпели неудачу, ведь он прошел мимо вас и посыпал голову каждого из вас землей, а потом ушел по своим делам». И никто его не увидел. Они не увидели, потому что Аллах перед ними установил такую преграду, что они не смогли увидеть Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует его и его род. Курешиты посмотрели и обнаружили, что на головах у них земля. Потом они зашли в комнату и увидели, что посланник Аллаха спит. На самом же деле там спал Али. Но они решили, что это Мухаммад, да благословит Аллах и приветствует его и его род, и договорились подождать до утра. Когда наступило утро, они вошли в дом и увидели, что под покрывалом лежит Али ибн Абу Талиб. Тогда они стали упрекать друг друга. «Прав был тот, который нам говорил. Прав был тот, который нам говорил». والله خير الماكرين. Посмотрите на хитрость Аллаха, великого и всемогущего, в отношении этих хитрецов и на то, как он сохранил своего пророка, да благословит Аллах и приветствует его и его род. Пророк Мухаммад вышел перед ними, посыпал их головы землей, прошел между ними. А ведь в руке каждого из них был меч, и сами они были храбрецами из числа преступников. Аллах великий и всемогущий спас его, ведь он охраняет своего раба и любимца. Пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его род, направился к дому Абу Бакра. Абу Бакр уже ждал его. Они пошли к горе, в которой была пещера, называемая пещерой Саур. Она находилась за пределами Мекки. Прежде чем туда вошел пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его род, в пещеру вошел Абу Бакр, чтобы проверить ее. В пещере он обнаружил 2 дыры. Одну из них он прикрыл своей одеждой, другую же Абу Бакр закрыл ее своими ногами. Затем вошел пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он был уставшим. Пророк положил свою голову на ноги Абу Бакра и заснул. Да благословит Аллах и приветствует его и его род. Что же касается Абу Бакра, его ногу укусило какое-то насекомое. Он почувствовал боль, сильную боль. Однако Абу Бакр сидел не шевелясь, чтобы не разбудить пророка, да благословит Аллах и приветствует его и его род. Глаза Абу Бакра заволокли слезы и упали на лицо пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда он проснулся. Пророк спросил: «Что с тобой, о Абу Бакр?» Тот ответил: «Ничего, посланник Аллаха». Тот еще раз спросил: «Что с тобой?» Тогда Абу Бакр сказал: «Кто-то укусил меня за ногу. Покажи мне ее», — сказал пророк. Осмотрев ногу Абу Бакра, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вознес молитву Аллаха, поплевал на его рану, и боль прошла. Неверующие же из Мекки, курешиты, растерялись и начали искать посланника Аллаха и Абу Бакра. Они искали их в Мекке, но так и не нашли. Тогда они вышли за пределы Мекки. Всадники достигли пещеры Саур и остановились возле нее. А внутри находился пророк, внутри находился Абу Бакр. Расстроился Абу Бакр, опечалился.
Из-за кого? Он испугался за посланника Аллаха, да благословит Аллах и приветствует его и его род. «Что с тобой, о Абу Бакр?» — спросил он. «Ничего», — ответил Абу Бакр. «Если бы кто-нибудь из них посмотрел себе под ноги, то увидел бы нас». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Что ты скажешь о двух, для которых третьим является Аллах?» إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن يا أبا بكر. «Не грусти, о Абу Бакр». И в самом деле Аллах скрыл их от всадников, и они ускакали, так ничего и не найдя. Абу Джахаль направился с группой людей в дом Абу Бакра, постучал в его дверь, и тогда открыла ему Асма, дочь Абу Бакра. «Где твой отец?» — спросил Абу Джахаль. Она ответила: «Не знаю». «Нет, знаешь». «Я не знаю». Тогда Абу Джахаль ударил ее по щеке, да так, что с ее уха упала серьга и по лицу потекла кровь. Преступник Абу Джахаль ушел и вновь начал поиски посланника Аллаха. Пришел дед Асмы, отец Абу Бакра, Абу Кухафа, слепой старец. Он вошел к своей внучке, к Асме, и сказал ей: «Я думаю, что он сильно огорчил вас, унося с собой все деньги». Асма ответила: «Нет, отец оставил нам много имущества». Асма положила камни и накрыла их одеждой. Дед подумал, что это деньги, и сказал: «Если он оставил вам это, то поступил хорошо». Асма сказала: «Абу Бакр забрал все свое имущество для защиты посланника Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его род. Он не оставил своей семье ничего». 3 дня Абу Бакр и посланник Аллаха пребывали в пещере. Кто же помогал им там? Семья Абу Бакра. Асма приносила им еду. Абдуллах, сын Абу Бакра, находился днем в Мекке и собирал новости, а когда наступала ночь, он шел к своему отцу и к посланнику Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его род, и рассказывал им о происходящем в Мекке. Новости о том, что сделали курейшиты и что они совершили. Амир ибн Фухейра, вольноотпущенник Абу Бакра, пас у пещеры овец, чтобы замести следы дочери и сына Абу Бакры. Курейшиты же назначили награду в 100 верблюдов тому, кто придет с Абу Бакром и посланником Аллаха, да благословит и приветствует Аллах его и его род. Настало время выхода из пещеры. Они направились в Медину, город посланника Аллаха. Абу Бакр привел 2 верблюдов, которых приготовили для переселения. Он сказал: «Выбирай лучшего, о посланник Аллаха». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет, эти 2 верблюда твои». Абу Бакр сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, они для тебя». Асма как раз в это время пришла с провизией. Она не нашла, чем можно было бы перевязать ее и закрепить поклажу на верблюде. Тогда она разорвала свой пояс и привязала им провизию. Из-за этого ее назвали Затун Нитакейн, обладательница 2 поясов. Затем пророк, да благословит и приветствует Аллах его и его род, вместе с Абу Бакром двинулись в путь. Он отправился в наиважнейшую поездку для этой общины. Пророк, да благословит и приветствует Аллах его и его род, двинулся в путь вместе со своим другом, правдивым Абу Бакром. Ехали они на своих 2 верблюдах. Их проводником в пути был Абдуллах ибн Урейкит, а Аллах, великий и всемогущий, охранял их. Они выехали на глазах Всевышнего Аллаха из Мекки, направляясь в Медину. Курейшиты из-за сильного желания поймать или убить посланника Аллаха и его спутника назначили награду в 100 верблюдов тому, кто приведет их живыми или мертвыми. Храбрецы стремились получить ее. Однажды курейшиты сидели на своем собрании, и среди них был мужчина по имени Сурака ибн Малик. В это время в Мекку вернулся один человек и начал рассказывать, что он видел в пути то-то и то-то, что видел 3 мужчин, и он думает, что это Мухаммад и его спутники. Сурака сказал ему, будучи уверенным в том, что это Мухаммад: «Те люди из другого племени. Я видел, как они выходили». Хотя он знал, что это был Мухаммад со своими спутниками. Он пожелал скрыть от курейшитов местонахождение Мухаммада. Затем он поспешил к себе домой, взял свое оружие, сел на коня и направился по той же дороге. Сурака быстро ехал на своем коне, направляясь к посланнику Аллаха и его спутнику Абу Бакру ас-Сиддыку. Он решил сам поймать их, чтобы получить эту награду. Но каждый раз, когда он приближался к посланнику Аллаха и его спутнику, его конь падал.
спотыкался и падал, а ноги коня проваливались в землю. Он вставал и опять спешил догнать пророка, да благословит и приветствует Аллах его и его род, и его спутника. Но каждый раз, когда Сурака приближался к ним, ноги его коня проваливались в землю. От этого он спотыкался и падал. Абу Бакр боялся за посланника Аллаха, поэтому был опечален. Пророк же посмотрел на него и сказал: «О, Абу Бакр, что ты скажешь о двух, для которых третьим является Аллах? Что ты скажешь о двух, третьим для которых является Аллах?» إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. Тогда Сурака понял, что он не сможет поймать посланника Аллаха и его спутника. Он позвал их издалека. Они подождали его. Сурака подошел к посланнику Аллаха. Он ведь понял, что здесь что-то не так. Он понял, что Аллах охраняет его, и он понял, что не осилит их. Пророк предложил ему следующее: «Что ты скажешь о том, чтобы вернуться туда, откуда ты прибыл? Вернись к себе на родину. Вернись к своим племенам и не говори о нас. То есть сделай так, чтобы не узнали о нас. Не говори курейшитам о нас и о пути, которым мы пошли». Тот спросил: «Что мне за это будет?» Он ответил: «Тебе браслеты Хасроя». Государство Хасроя было самым сильным государством в то время, самое великое государство, а самым сильным правителем был Хасрой. Пророк сказал ему: «Я дам тебе его браслеты». Как же пророк может сказать это? Это же не что иное, как откровение. Сурака взял свиток, в котором было это обещание. И так было на самом деле. Сурака принял ислам поздно. Он был в войске Умара, когда тот открыл Персию. И когда Умару дали браслеты Хасроя, он позвал: «Где Сурака?» Сурака точно должен находиться здесь. Когда перевели Сураку, Умар сказал ему: «Это обещание посланника Аллаха. Эти браслеты Хасроя тебе, о Сурака». Сурака вернулся в Мекку, хранил в тайне новость о посланнике Аллаха и его спутнике. Так пророк и его спутник двинулись под защитой Аллаха к Медине. Все уже ожидали их там. По дороге пророк и его друг почувствовали голод и жажду. Они вдалеке увидели палатку. В ней находились какие-то люди. Пророк с Абу Бакром и их проводник поспешили к той палатке. Когда они подошли к ней, то увидели там женщину, Уммабат аль-Хузая. Пророк приветствовал ее и попросил ее дать ему что-либо из еды. Она ответила: «Этот год засушлив, и у нас ничего нет». Пророк увидел худую, слабую овцу, у которой не было молока. Он спросил женщину: «Что это за овца?» Она ответила: «Она отстала от стада. У нее нет сил даже идти с остальными овцами». Пророк сказал ей: «Не дашь ли ты мне ее молока?» Она ответила: «В ней ничего нет, ее вымя пустое». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Позволишь ли ты мне подоить ее?» Она разрешила. Женщина не знала, что это посланник Аллаха. Он призвал Аллаха, погладил вымя овцы, а затем надоил молока. Вымя ее наполнилось. Благословением кого? Благословением посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он подоил ее и наполнил молоком сосуд полностью. Попил он, попили его спутники, попили домочадцы Уммабат. А затем он наполнил бурдюк молоком той овцы. Потом ее вымя стало таким же, каким было прежде, словно из него ничего и не выходило. Это было благословением посланника Аллаха, мир ему и благословение. Уммабат удивилась. Что же это произошло? Как такое может быть? Пророк и его спутник оставили палатку Уммабат, и через некоторое время вернулся ее муж. Она рассказала ему о том, что произошло, сообщила ему новость. Он ответил ей: «Кто же проехал мимо тебя?» Она описала тех, кто проехал. Муж ее сказал: «Я думаю, что это Мухаммад и его спутник». Не сделает такого никто, кроме Мухаммада и его спутника. А пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его род, направился в сторону Медины, к своей второй после Мекки родине. После того, как пророк Мухаммад оставил Мекку, на выходе он посмотрел в печали на город и сказал: «Клянусь Аллахом, воистину, ты — мое самое любимое место. Если бы твои жители не выгнали меня из тебя, то я бы никогда не покинул тебя». И пророк поехал, а Аллах, великий и всемогущий, хранил его. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.